В Сыктывкар сегодня прибыл полпред президента России в Северо-Западном округе Александр Гуцан. О социально-экономической ситуации в республике со дня назначения на должность ему доложил Владимир Уйба. Прежде всего, по словам исполняющего обязанности главы, удалось взять под контроль ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции и наладить работу системы здравоохранения в условиях пандемии. Введение ограничительных мер режима повышенной готовности негативно отразилось на экономике республики. Поэтому сейчас первостепенная задача – восполнить понесенный экономический ущерб, оказать поддержку малому и среднему предпринимательству, создать условия для динамичного развития бизнеса. Ввели целый ряд мер поддержки, как налоговой поддержки, экономической поддержки. Например, ставка по налогам на имущество мы снизили на 50%, с 2% до 1%. А дальше на период 2020-2022 снизили в 2 раза налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения с 6% до 3%. С 15 до 7,5, если объектами налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. То есть вот такие меры где-то вообще прямо напрямую. Допустим, если человек попал, к сожалению, был уволен до времени, когда были объявлены, попал в этот темный период, так называемый, и остался без работы, то мы просто по 5 тысяч единовременно выплачивали, и таких тоже у нас получилось 6 тысяч человек. То есть это, в общем, большая когорта людей, которых просто поддержали непосредственно просто напрямую рублем из местного бюджета. Общего рецепта для каждого региона не может быть, да, совершенно точно. По умолчанию. Почему? Потому что в первую очередь это специфика и особенности каждого региона. И здесь надо очень внимательно отслеживать ситуацию с состоянием малого и среднего бизнеса и с теми чаяниями. Необходимо как можно больше встречаться и выслушивать, слышать то, что говорится представителями малого и среднего мира. Полпред подчеркнул важность постоянного диалога власти и общества, а также позитивно оценил регулярные личные встречи Владимира Уйба с жителями республики. Цитата. «Это хорошая практика обратной связи, которая позволяет из первых уст узнать о проблемах наших граждан и, исходя из полученной информации, принимать необходимые оперативные решения».